Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 27 октября. Это четверг. Смотрим все знаки зодиака по очереди. Начинаем с Овнов. Овны. 27 октября. Четверг. События дня покажите мне. Письмо сразу выпадает первое. Письмо — это получение. Вы что-то получите в этот день. Дорога. Слезы. Нерешенный вопрос. Застолье. Конфликт по горизонтали. Ну вот почему слезы, из-за конфликта. И здесь нет. Значит, смотрите, получается, будет какое-то получение в этот день. То есть это обычно получение какого-то документа, справки, посылки, иногда новости получения. Дальше поездка, дорога, конфликт, слезы, застолье и нерешенный вопрос. Ну, вот такие события для вас, Овны. Благодарю за внимание и перехожу я к Тельцам. Так, Тельцы. Смотрим 27 октября. Двадцать седьмое четверг. События для Тельцов покажите мне. Хорошее настроение. Первое выпадает солнышко. Посещение госучреждения. Книга. Любовь. Рыбу еще не увидела. Рыба — это скользкое дело. Время. Будильник — это проблема со временем. Возможно, видите, в казенный дом нужно будет на определенное время, и будильник показывает, что вы можете опаздывать. Конверт. Получение. Документы, справки, бумаги.
Опять же в казенном доме. Видите, рядышком ложится. Может, тут будете получать что-то. Замок нельзя. И здесь нет. Значит, смотрите, получается у вас первое выпало солнце, хорошее настроение. Затем было посещение госучреждения, любовь. Все хорошо в личной жизни. Скользкое дело, обман. Какой-то вас могут обмануть в этот день. То есть это какие-то заманчивые предложения, но они являются обманом. Дальше проблема со временем и какое-то получение в этот день. Ну, такие события у вас. Да, видите, убежал. Кубик убегает, если карточки или кубики или сердечки убегают, это говорит о том, что вы спешите. Бегом бежите, да, то есть все время однозначно следите за временем, пораньше выходите, чтобы не бежать. Благодарю за внимание, перехожу к близнецам. Так, близнецы, смотрим, что у вас. 27 октября, четверг, события дня. Близнецы. Луна – это событие в месяц, то есть какое-то событие, которое происходит каждый месяц с вами. Ножницы, решится вопрос. Конфликт. Деньги. Событие связано. Возможно, вот смотрите, каждый месяц что-то связанное с деньгами. Получаете зарплату, что-то оплачиваете. Хорошие новости. Шарики. Весы. Стоите перед выбором. Два варианта. Так, здесь нет. Значит, получается, будет какое-то событие, которое постоянно повторяется. Это что-то связанное с деньгами. Может быть конфликт, решение вопросов, хорошие новости, и вы стоите перед выбором. Вот такие события у вас в четверг. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к ракам. Сейчас посмотрим, что у раков. Так, раки. Двадцать 27 октября, четверг, события для раков. Змея у вас выпадает 27-го. Змея — это может быть либо какой-то вредный человек, да, который может вас обидеть, ужалить, либо змея — это еще может быть человек по году рождения, змея, по образованию медик, внешность похожа, да, то есть на змею, высокий, худенький.
Вам уже будет виднее, кто это может быть. Ожидание. Приглашение. Нерешенный вопрос. Еще успех есть. Смотрите, показывает, что есть успех в делах, победа какая-то. Лавровый венок – это венок победителя. Но есть в этот день у вас и нерешенный вопрос. Поэтому в одном вопросе будет победа, а другой не решится. И еще есть свидание. Может быть, подсказка: свидание со змеей. Приятная встреча. Так, значит, смотрите, получается у вас в этот день свидание, в этот день общение с человеком-змеей, приглашение куда-то, ожидание кого-то или чего-то, успех и нерешенный вопрос. Вот такие события выпали для вас. Да, то есть есть плюсики, но есть и минусы. Будьте готовы к тому, что что-то не решится. И к ожиданию. Это из минусов. Благодарю за внимание. Перехожу ко львам. Львы. 27 октября. События для львов. Покажите мне четверг. Конвертик. У вас будет получение 27 числа в четверг. Больше я ничего не увидела. Сейчас я еще периметр проверю. Надежда еще есть, подсвечник. Так, здесь нет. Есть еще сундучок. Сундучок — это прибыль. Сейчас только мне тут надо немножко перестановку сделать. Смотрите, прибыль, конверт. Возможно, деньги в конверте, как вариант. Так, и здесь нет. Получается, у вас всего 3 события я нашла. Первое – это прибыль, поступление финансовое. Второе – это получение чего-то, получение, например, там справки, документа, денег, не знаю, какой-то бумаги. Вот, и что-то получите. И есть еще надежды на этот день какие-то у вас, вы там возлагаете. Ну вот, в принципе, и все. Больше мне ничего не показали события.
Так что вот такой день, левушки, в четверг. Благодарю за внимание и перехожу к девам. Посмотрим, что у дев будет. Так, девы. Смотрим 27 октября, четверг. События дня. Подсвечник. Надежда. На что-то будете надеяться. Корона. На общение с каким-то влиятельным, важным человеком в этот день. Может быть, надежда на то, что хорошо все пройдет. Конфликт нельзя. Получение конверта. Гости. И змея. Змея приползет в гости к вам. Значит, змея, смотрите, это может быть человек с очень таким острым язычком, да, который может что-то такое сказать резкое, неприятное. Но змея это также может быть и просто человек по году рождения змея. Может быть связан с медициной. Еще тоже иногда показывает змея медиков. Так что вот как-то змея, скорее всего, либо вы пойдете в гости, либо она к вам придет. Она. Ожидание. Надежда, ожидание. Якорь. Ну, якорь показывает, что вы, скорее всего, много времени проведете в гостях или с гостями. Где-то бросите якорь надолго. Ссора, смотрите, видите, ссора действительно может быть. Да, то есть злой язык, ссора. Что-то скажет такое едкое, а вы не будете терпеть. Так, хорошо, получается в этот день события еще увидела. В этот день получается надежды, ожидания, общение с каким-то влиятельным человеком, события, гости, конверт. Якорь показывает, что вы проведете много времени, скорее всего, на этом событии, да, с гостями. Будет ссора с каким-то человеком, да, который вот острый на язык в этот день еще. Ну, ссора не серьезная, да, то есть это не конфликт по мечам. Так что будьте готовы. Вот такая информация для вас, девы, на 27-е. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео, не в этой. Ссылочку на вторую часть я оставлю под этим видео в описании, да, чтобы вам легче было найти. То есть вы нажимаете, переходите, и там сразу следующие 6 знаков. Если не хотите, не знаете, да, где и как искать, тогда можете просто в комментарии оставить запрос. Пишите знак зодиака или мне нужна вторая часть, и я вам буду оставлять в комментарии. В общем, жду вас во второй части.